Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Efirde Kazdan Uygurları kanalı 1. ay programısı ve ben Ramilem Rafail kızı. Barçamızga ma'lum ki Uyghur halkı dünyanın joy-joylarida istiqomat qildi. Bugun kanalimiz hozirda Rossiya Uyg'ur madaniyat milliy uyushmasining raisi mehmonda. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Mening ismim Lavkat Tursun Sadiq. Moskvada 1967 yildan tortib turyapmiz. Ota-onamiz bilan shu vaqtlarda 61 yili biz Urumchidan chiqib, 67 yili Moskvaga ish bilan dadamning ishi bilan ketgan. Shuning bilan birga shu hozirgacha shu yerda turyapmiz. Ikki ilim bor, bolalarim bor, o'g'lim bor. Birisi Qozog'istonda o'qituvchilar turdi. İkisi Moskvada. Bizim teşkilatlarımız 93 yılı şu yerde vücut buldu da dünyada. 1. iyunda bu yılı bizdeki teşkilatımız ne? Teşkilatımızın namı Milli Medeniyet Uyuşması Moskva, Sankt Peterburg, Moskva Oblasi. Şu üç regionunu terkibini kirgizdi. Şu 5 yıl oldu, onunla Yekaterinburg, Novosibirsk degan çoğun şehirlerininki Uyghur cemiyetleri koşuldu. Hazır şu bildi işlep, şu regionluk teşkilatlar, Uyghur teşkilatları bizge koşulgandan keyin biz endi bir Rossiyanın merkezi teşkilatıga aylandık. Ben bütün hayatım hem de şu yerde öttü, şu cemiyetini 10 yıl oldu, ben başlamaktanımız. Расскажите, в каких городах живут наибольшее количество уйгуров в России? У нас в России проживает более 5000 уйгуров, лиц нашей национальности. Ну, естественно, это в основном в крупных городах. Это Москва, Санкт-Петербург, большая численность в Новосибирске, в Екатеринбурге. Ну, все равно основная масса проживает, конечно, в Москве и Московской области. Это более 500 человек. Мы считаем, что численность уйгуров с каждым годом увеличивается. Было время, когда в Москве у нас было не более 20 семей, я бы так сказал. Вот, и все друг друга знали практически, за исключением студентов, аспирантов, которые приезжали, обучались в Москве. Ну, если вот такой вопрос по поводу основных задач нашего общества, конечно, это сохранение нашей культуры и языка. Прежде всего, это языка, конечно. Вот. Здесь нам предстоит еще очень много дел, работ. С этой целью мы как раз сотрудничаем с вашим издательством. Вот. Сейчас мы разрабатываем такой метод, как бы онлайн-обучения, даже не детей, потому что уйгурский язык знают в основном люди свыше 50 лет, вот так вот сказал бы. Наши дети уже, вот мои дети уже, с трудом говорят по-уйгурски, ну, понимают, но с трудом. Я думаю, это проблема не только Москвы, но и даже вас, наверное, где концентрация уйгуров нашей национальности довольно большая. Вторая основная проблема это, значит, общение между своими соплеменниками, так сказать, карендашлар, общение. Мы создавали, говорю вам, офис, в который можно было бы собраться, ну, проводить свои какие-то праздничные мероприятия или просто обсуждение каких-то книг, вот в таком ракурсе. Молодежь уже сама как бы хочет обучаться языку. Популярны стали наши, вот, если мальчики, это футбольная команда, спорт больше интересует, девочки танцевальная группа. Вот, на эти вещи мы уделяем основное внимание, потому что это как бы доступно, и молодежи это интересно. Ну, а взрослые общаются. У нас есть мешреп, мужской, там, вот, женский чай. Вот это мы поощряем. Именно на этих как бы собраниях, это же фактически собрания, на собраниях люди читают стихи свои собственного как бы сочинения. Это тоже интерес, как бы творчество. Это предполагает мешреп.
стараемся не просто сделать застолье, которым говорим на родном языке, но привнести туда и творческое начало. Bir neçə gündən bu yan siz Qutlug Qazistan diyarında ziyarətdə. Siz şu Rusiyadakı Uyğur xalqı bilan qandaq ayrımçılıqlarni və oxşaşlıqlarni bayqadınız? Moskva turib atqan, Rossiya turib atqan Uyg'urlarningki asosi Olmaotadan kelgan, Bishkekdan kelgan odamlar. Shu yerda bir 10-20 yil kelganlar asosi shu. Bizdek burunqi Uyg'ur ziyolilari shu vaqtlarda Tursun Rahimov, Rizo Samadiy, Tursun Sodiqov, Po'lat, Turdali degan odamlarimiz bordi. Ularniki vatandan olib chiqqan hissi yuqoriroqda shu vaqtda. Bizlarniki Uyg'ur teatri bilan bizniki aloqamiz yaxshi. Marat Norozov degan sizlarniki tambirchi, duttachi, naqshchi, Umid Qodirovlar kelib yerlarda yaxshi konsertlarni qo'yib shunday burini ketib shuning uchun qanday farqi bizniki menimcha yo'q. Какие систематические мероприятия проводятся ежегодно в уйгурской общине России? Значит, такие значимые мероприятия, это у нас проведение праздника Навруз. Мы придаем этому очень большое значение. Приглашаем гостей из Киргизии, из Узбекистана, ваших артистов, чтобы это было заметно лучше отличало нас по сравнению с другими диаспорами. Ну, соревнуемся, как можно прямо так сказать. Вот у нас, например, уйгурская кухня, которую мы там сделали. У нас есть в Москве огромный павильон на ВДНХ. Павильон номер 70 называется. Там размещаются все народы со своими павильонами. Вот уйгурский павильон один из крупнейших. Наряду с казахским. Казахский павильон рядом с нами, там юрта стилизованная такая большая. Вот у нас же прям открытый Ашханов кафе. И люди из-за того, что наша кухня все-таки богатая, сразу знают уйгуров по нашей кухне, можно так сказать, и устремляются к нам стоять в очередь. Это можно увидеть во всех наших Навруз, это постоянные мы проводим. Потом, значит, спортивные футбольные соревнования. Это ежегодно участвуем департамент национальной политики Москвы постоянно проводит спортивные соревнования. Это борьба, футбол и так далее. И вот туда мы полноценно участвуем. Несмотря на то, что всего у нас 500 человек, мы выделяем тоже такую же команду, как, допустим, армянской диаспоры, которая 200 тысяч человек в Москве. Ну, соревнуемся. Поддерживают другие народы. Потом, значит, у нас постоянные встречи с представителями наших тюркских народов, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге. Ну, мы организация в основном 3 регионов, Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Из Санкт-Петербурга к нам тоже приезжают в Москву и проводим мероприятия. В Санкт-Петербурге мы ежегодно проводим День языка 22-23 февраля проводится. Санкт-Петербург вот этим славится. Там у нас есть такой известный блогер НРН, так он себя представляет. Вот, он очень интересный, там делает встречи, и мы туда из Москвы приезжаем к ним. Это ежегодное такое
Потом, значит, ну, из таких, в общем-то, постоянных ежегодных мероприятий, это вот эти мероприятия. Кроме того, мы вот в 2016 году провели уйгуроведческую конференцию вместе с Институтом востоковедения Российской академии наук. Туда съехались более 53 ученых со всех континентов, можно сказать, кроме Африки. Эта конференция проводится раз в 2 года проводилась, но сейчас вот в связи с пандемией немножко прекратилась. Вот. И это была, в общем-то, наша гордость, как вот эта конференция, которую мы провели. Если будет в Москве еще необходимость, то мы будем помогать проводить. Ну, я сразу хочу отметить вот одного из руководителей, Вакас Мамеддинов. Есть такой человек, уважаемый всеми, насколько я знаю. Через него мы контактируем с уйгурской общественностью Казахстана. Он как бы это дело постоянно держит. У него хорошие связи в Москве и в Алмате, поэтому мы используем. Біздің кәші Третьяковской галереяда бұрын яқшы алақымыз барды. Шының үшін елге бірінші болып келген художник Талат Миррахимов Бишкекнікі. Чоң атақлық художники. Шуна құттықлық бір выставканы өткезді, көргезмені өткезді. Оның кейін 16 жылы именно Бабаджанов, Сабит Бабаджанов, он Бишкекники художники. Он шәді көргезім құттық, яқшы көргезім болды, құттықлық, Москвалықлар, қызықты графикасы. Оның кейін сіләнеке Гүзел Мамеддинова, художница неменеки Uyghur театрынікі баш художники беріп 16 жылы ұялыны көргезім қылды. Баш конференция білен білді. Это яқшы құттық өтті. Әмді мен бір кетіргенім, біздіңке жәмиятнікі қайлы яқшы шықылатқан әдәмлеріне деп өткесіздер болады. Біздіңке 93 жылы жәмиетіміз құрылған. Научно-культурная ассоциация. У жәмиетіміз 97 жылғычы болды, оның декен намыны өзгертіп әттіміз, азырқы намға. Şu vaxtda біздіңке çoğun әдәмдеріміздіңке әгер сіләнеке мұшы передачада намлары çıksın, hayırımız hoş alın. Біздің бірінші президент болғанымыз Abdullah Kakharov деген адам, өзі Ташкентлік, әшәрі оқыған чағда біздің ұйышыны құрған адам да шу. Оның білен білді біздіңке Маленгаев, Нариман, Қадыров деген институтники адамдары, рус, чоң Россиялық алымла Васильев Дмитрий Дмитриевич, Чывыр Людмила Анатольевна, ламыз профессорлар, докторлар. Шулар білен білді шықты. Бірінші танцевальная группа, скажем. Это Тахмина Итахунова, хореограф, Шубашлайду, футболчыланы Афридин Асхар, башлығы Лазер был. Передача КСА, хожалок по время. Наследниками первой нашей организации, которая называлась Научно-культурная ассоциация уйгуров, является нынешняя, которая начала работать с 1997 года. Там я хотел просто перечислить имена, фамилии наших президентов этих обществ, кроме Аблагата Кахарова, дальше был Тельман Каримбаев, Хамид Арипов, Шерепчан Ахмедов,
Унудикина и Дикильным болтом. Сейчас я являюсь уже последние годы, наше старшее поколение уже достигло такого возраста, я уже стал почетным человеком, пожилым. Всю жизнь мы отдали делу возрождения нашего народа, сохранения своего народа. Эти я хотел бы отметить. Ну, еще без вашей помощи, без помощи вашего вот этого издательства «Мир» нам было бы трудно снабжать, но действительно очень много вас ознакомливаемся с вашими книгами на русском, на уйгурском языках. И это у нас получается как подарок, например, на какие-то торжества. Мы дарим вместе допа, чапан, еще дарим книги. Это такие отличные подарки. Поэтому, вот, как пожелание, я бы в дальнейшем тоже хотел бы продолжить нашу вот хорошую традицию. Вот. Кроме того, конечно, хотелось бы больше сотрудничать с республиканским культурным центром. Вот, возможно, удастся встретиться, обговорить дальнейшее наше сотрудничество. Сейчас в нашей организации создается такая хорошая молодежная группа, которая активно работает в этом направлении. Ну, хочу я поблагодарить лично Алишера Халилова, которого я уже очень давно знаю. Он на эту конференцию, которая была в Москве в 2016 году, нашу знаменитую конференцию, привез очень много книг, там раздавали, все ученые со всех стран были поражены вот этим богатством вашего издательства, высоким уровнем книг. Расхватали все книги, которые были буквально в первые часы. Вот. Конечно, нельзя было туда много привезти. Я говорю, книги – это для нас очень важный элемент сохранения нашего народа, культуры, традиций. Кроме того, хотелось бы, конечно, получать большую помощь большую поддержку со стороны Уйгурского драматического театра. Это все-таки таких театров, наверное, и в Синьцзян-Уйгурском районе, наверное, нет. Все мы как бы хоть находимся и в другом государстве, мы кровно заинтересованы, чтобы положение с культурой, образованием оставалось же, как сейчас, на таком уровне, на высоком, хорошем уровне. И мы благодарны руководству Казахстана за это. Что еще хотелось бы? Конечно, нам у диаспор, которые в Москве, в России, очень крупные диаспоры, они могут вложить большие финансовые вложения в своей диаспоре. У нас такой возможности нет. У нас несколько человек, такой предпринимателей средней и мелкой руки, держат на себя. Практически мы собираем деньги со всех уйгуров, которые готовы пожертвовать нам. Вот на эти пожертвования мы членские взносы, пожертвования создаем. Конечно, хотелось бы, вот у вас сильный этнос уйгурский здесь имеется. Я обращаюсь сейчас оказать тоже помощь российским в обеспечении нашего возможности культурного обмена и демонстрации нашей национальной культуры в России. Ну, Россия это все-таки, Москва это один из крупнейших центров мира. И там отношение к нашей уйгурской культуре имеет большое значение. Когда-то, даже в 70-е, 80-е годы, люди не знали, кто такие уйгуры там в Москве. Уйгуры путали с удмуртами, там еще с кем-то.
Сейчас все знают, во-первых, уйгурская кухня везде появилась, во всех меню хороших ресторанов уйгурской кухни в Москве. Потом культура, вот я думаю, что значительное значение имеет то, что мы находимся в составе Департамента национальной политики и Московского дома национальности. Есть такая организация, это огромный дом, в котором мы можем бесплатно выставлять работы казахстанских художников, давать какие-то концерты. Там есть все для этого. Московский дом национальности называется. Вот. Ну, я говорю, вот такая нужна материальная помощь, чтобы мы не брали на себя всю финансовую, материальную часть. Наша возможность очень ограничена. Чтобы общество помогали нам, мы обеспечим, естественно, дорогу, проживание, оплачивают, у нас возможности нет. Сөйткеніңізге рахмет, ака. Бізге өте қызық болды. Эфирде болған Қазақстан ұйғырлары каналы 1-ші программасы. Ve мен риясетчи Рамилем Рафаил қызы.